конференция посвящена итогам Общероссийского 5-го съезда нагайцев России. Дорогие товарищи, на протяжении нескольких десятилетий мой народ ведет справедливую борьбу против произвола властей республики, пытающихся незаконно под всякими воздушными и другими проектами отчуждать нашу землю. Неоднократно проводившиеся протестные акции и съезды нашего народа временно останавливают узаконивание незаконно возникшихся на землях сельхозназначения населенных пунктов на территории Ногайской степи и горной Кумыкской равнины. Основным очагом напряженности является Бабаюртовский район, где компактно проживали Ногайское и Кумыкское население. На территории района образовалось 116 незаконных поселений, а в Ногайском районе всего 4 населенных пункта. Соответственно, решить вопрос в Ногайском районе легче, чем в Бабаюртовском районе. Во время переселения в принудительном порядке выдворяли из своих жилищ сотрудники НКВД коренное ногайское население из 40 аулов, только в одном Бабаюртовском районе. Оставшиеся аулы всего 5. Не имеют они нормальной инфраструктуры. Нет во многих аулах типовых школ, современных детских садов, когда на землях отгонного животноводства и незаконно возникшихся населенных пунктах строят современные школы и детские сады. Во многих населенных пунктах, например, как Татаюрт, местное население не имеет подсобного хозяйства. Не от того, что они не хотят работать, а от того, что у них нет земли для выпаса скота. Огромный населенный пункт имеет всего 100 гектаров земли. Это разве справедливо? Когда в районе на одного местного коренного жителя приходится 0,5 гектаров, а на жителя на землях отгонного животноводства 30 гектаров, как вы на это смотрите? Это разве справедливо? Это идет полное выдавливание местного населения нашими чиновниками из правительства Республики Дагестан. Это не 1 год, не 2 года, это идет она десятилетиями. Наблюдается отток трудового населения, особенно молодежи, в поисках работы крайнего севера. И там их ждет несладкая жизнь. В связи с мировым кризисом на нефть многие собираются обратно на родину. Вопрос, как их обустроить? У нас нет ни фабрик, ни заводов. Одна надежда у нас на свою землю, а эту землю у нас отняли. Мы потеряли 90% своей исконной земли только в одном Бабаюртовском районе. А спрашивается, как нам жить дальше? Чтобы такого не повторялось, и в дальнейшем в Ногайском районе нам нужно хорошенько продумать. Никакие уговоры, никакие, что будут школу строить, дома строить или там дороги строить, нас не устраивает. Нам нужно землю в любом случае, под каким-нибудь съездом, видите, сколько проводим, они мало эффективны. Нам провести надо референдум, чтобы власти Дагестана узнали, они-то не хотят нас слышать, узнали, что по бумаге у нас было большое количество процента, что народ Ногайского района требует, чтобы их земли вернули из собственности правительства в собственность муниципалитета. Только это спасет нас. А если мы будем терять земли, как в Бабаюртовском районе и в других районах, наконец-то потеряем в Ногайском районе, мы потеряем родину. У нас больше родины нет. Когда Амирхан, друг мой, правильно отметил, 9 тысяч человек, они не в Бабаюртовский район не поехали. Они знали, что там нет земли. Они приехали в Ногайский район, поехали в Ставропольский край. Там есть определенная земля, где можно жить, дальше развиваться. А если исчезнет наша земля, все, мы никто. Давайте организованно все оргкомитет, мои товарищи, друзья, я с ними всегда с первых же дней, я хочу их поблагодарить. Они отстояли нашу землю. Это не первый раз, с 3-го съезда начиная, мы вместе работаем. И включиться надо все, наше население, включиться должны и депутаты, и депутатский корпус. И мы должны, правильно они сделали, что Конституционный суд отдали. Мы ждем сейчас решения Конституционного суда. Если у нас не будет получаться, у нас остается единственный выбор — провести референдум.